Эми мындайда 7%-тен 9%га көбөйтүп жатканда практически бүт депутаттар колдоп берди элек. Анан мындай дискуссия, конечно, орун болуш керек. Негизи идеалдуу мамлекетте биз мүмкүн 5% азыр киргизип, андан кийин 5 жылдан кийин 6%га өтүп, дагы 5 жылдан кийин 7%га чыксак, может быть, мы бы готовились бы к укрупнению, да? Это такой как бы в идеальном государстве. Это тема для обсуждения. Нуржан Карманбековна, мен сизден сурайт элем, жергиликтүү кеңештин шайлоосу эмне болуп атат? Сроктору канчага жылып атат? Бизде региондордон шайлоочулар кайрылып атышат да. Сизге белгилүү болгондой, өлкөдө өзгөчө абал киргизгенине байланыштуу жергиликтүү шайлоолор ушул 12 апрелге дайындалган шайлоолор токтотулган, жылдырылган, алардын мындан ары уландуусу. Азырынча пока дата чечиле элекпи? Просто сөздөр болуп атат, тиги райондордо, тиги областтарда чоң парламенттик кеңеш менен бирге жергиликтүү кеңешти бир күндө өткөрөлү деп атышат деп бизден сурап атышат да. Биз азыр өкмөт менен ошол консультацияларды жүргүзүп, анан сунуш иштеп чыгабыз го, ушул абалга байланыштуу, абалга карата. То есть возможность, вероятность проведения местных выборов, местных кеңешей вместе с парламентскими большая, да? Есть, да? Пока это не рассматривается. А пока такого варианта не Потому что рассматривается, да? Ситуация, мы будем смотреть на ситуацию и на рекомендации правительства, в том числе касающиеся текущей ситуации. То есть либо до пройдут, либо после. Ну, мы считаем, что, конечно, было бы лучше, если бы они уже прошли, не смешиваясь с парламентскими выборами. Да. Если они будут проходить, но это зависит опять-таки от ситуации, от развития эпидемиологической ситуации. И вот те граждане, те партии, которые уже зарегистрированы, они будут, там же не будут заново пересматриваться, да, потому что были призывы признать их несостоявшимися, что были новые списки. Да, выборы приостановлены, они не отменены, они приостановлены. До конца кампании оставалось 19 дней. И позиция на момент принятия решения о приостановлении, позиция ЦИК была в том, чтобы при возобновлении возобновить их с той даты, то есть с того состояния, на каком этапе они были приостановлены. Они были приостановлены на том этапе, когда на выборах городских кеңешей была завершена регистрация и 10 дней шла агитационная кампания. На выборах депутатов аильных кеңешей они были приостановлены на этапе завершения регистрации кандидатов перед началом агитационной кампании. Мы считали бы на момент принятия решения о приостановлении, что их необходимо возобновить вот с этой. То есть все кандидаты, которые на тот период были зарегистрированы, они могут не переживать и как бы морально готовиться. Мы приняли решение, что кандидаты, политические партии, выдвинувшие список кандидатов на выборах депутатов городских кеңешей, они возобновляют свой статус с момента возобновления кампании. То же самое касалось и зарегистрированных кандидатов в аильные кеңеши. Отлично, потому что люди переживают, вы же знаете, процесс пошел, все вот на паузу поставлено, и пока публичных объяснений не было, спрашивают. Талант Мырза, 7% мен мыйзамды колдойм, ушу инициаторларга буну киргизгениңиздерге чоң рахмат, баардыгыбыз түшүнөбүз, бул деген азыр керектүү нерсе, келечекте может быть. Рахмат.